О других лидерах. Лидеры всероссийского телепроекта «Голос» Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина – образцы демонстрации высокого творческого потенциала республики. Об этом было сегодня сказано на встрече в Казанском Кремле президента Татарстана Рустама Минниханова и самых популярных певиц «Голоса». По мнению президента, открытие имен победителей – это и открытие новых имен в певческой культуре. Дмитрий Пивоваров подробнее. За Дину Гарипову и Эльмиру Калимуллину не болел, пожалуй, лишь ленивый. Последние мгновения уходящего года принесли немало волнений не только участникам. 29 декабря была поставлена точка в увлекательном певческом марафоне. Сегодня Рустам Минниханов принял в Кремле финалисток проекта, их родителей и наставников. То, что произошло в Москве, это естественная закономерность, считает президент Татарстана. Мы переживали, болели. То, что вы сделали, это подвиг. Подвиг – это большой путь, который вы прошли. И психологически надо было быть готовым. Сказка не прощается, вертится земля. Победительница «Голоса» Дина Гарипова свои первые шаги начинала еще с эстрадного фестиваля «Созвездие Юлдызлык». В 2001 году она была обладательницей первого места. Найденный в архиве клип – первой телевизионной причастие будущей победительницы «Голоса». Я впервые нахожусь в Кремле, и вот сейчас при такой торжественной обстановке, при получении звания, это огромная честь и, наверное, некий аванс, потому что теперь большая ответственность на нас лежит, чтобы доказать это звание. Мы даже не знаем, насколько важно для самого Татарстана и для нас самих представлять на всероссийском международном конкурсе нашу республику и тем более выйти в финал. Поблагодарив Дину Гарипову и Эльмиру Калимуллину, родителей и наставников, президент Татарстана отметил, что девушки показали новый уровень мастерства в масштабах всей России. Сегодня не хватает такой открытости, когда экран занят там 10-15 человек, они не пускают никого. И этот проект, он раскрыл огромное количество талантов. В завершении встречи Рустам Минниханов вручил Дине и Эльмире документы о присвоении званий заслуженных артисток Татарстана и сертификаты на получение жилья по месту прописки, а также пообещал дальнейшую помощь в развитии потенциала ярким представительницам нашего времени. Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир».